говоря про переход к новому времени, конечно же, мы обращаем внимание на 19 век, на период, ну, так называемого нациостроительства, да. Здесь интересен уже вклад не просто, скажем так, тех сложившихся традиционных культурных компонентов, а здесь уже мы говорим о субъективном, скажем так, самовыражении национального самосознания. Мы говорим о роли некоторых личностей, которые формировали этнические идеологии. Да? Ну, допустим, для татар это Шабгудин Маржани, как некий идеолог, да, вот именно татарской нации, татаризма, скажем так, да. Здесь очень интересное вот переплетение, вот именно можно отметить роль вот Абдрахмана Умерова Гумари, да, он является этническим астраханским нагайцем, и он как бы был даже учеником Маржани. И здесь вот хотелось бы отметить его роль, что он, наверное, один из первых, кто выражал в 19-м, начале 20 века вот этническое нагайское самосознание в контексте вот именно, ну, скажем так, общего подхода для всей группы территориальных нагайцев. Вот очень интересно его воспринимать именно в этом контексте. Значит, потому что есть другие моменты, он имел духовное образование, и как бы татары, в частности казанские, его тоже очень как бы оценивают высоко, и в принципе оценивают его в контексте, конечно же, своей вот именно, скажем так, культурной идентичности, но здесь вот эта его роль все-таки больше в контексте того, что он был, наверное, первым таким выразительным. Астрахань был очень интересным культурным центром образовательным, здесь сложилась очень хорошая, скажем так, инфраструктура образовательная. И его деятельность, его вклад связан с тем, что он породил целую плеяду деятелей, которые вот в конце 19-го, начале 20 века, в общем-то, почувствовали эту проблематику. Да? В чем, скажем так, специфика этого периода? Это забвение традиционных форм 19 века, да, и постепенные модернизационные процессы усиливающиеся. И вот интеллигенция, элита, скажем так, этнокультурная, она увидела эту проблематику, она стала озабачиваться проблемами сохранения фольклорного наследия. И вот одним из таких деятелей, учеников Абдрахмана Умерова является Абдулхамид Джанибеков. Да, он является, значит, вообще как бы основоположником современного вот именно литературных норм нагайского языка. В советский период он являлся реформатором. С 1905 года, практически 30 лет, он занимается сбором фольклора. Значит, он учительствует в основном как бы в школах, где живут нагайцы. Сначала он начал свидетельство в Астраханской губернии, потом переехал на Северный Кавказ в период гражданской войны. В частности, вот за 30 лет он собрал, ну, такой очень мощный пласт фольклорный, сокровищница слов. Все сказано о Се, четырехтомник. В этом году, кстати, наконец-то нагайские ученые издали этот многотомник. Значит, очень важный вклад вообще в контексте сохранения традиционной вот именно идентичности нагаев. Вот, все фольклорные тексты, значит, и средневековые, скажем так, и вот более как бы позднего периода, вот в этом как бы, ну, издании есть, это очень важный момент. И вот я просто говорю о том, что усиливается роль в 19-20 веке, усиливается роль вообще, ну, есть такое понятие, условно говоря, естественное воспроизводство, да, когда мы говорим о воспроизводстве этничности через традиционные бытовые формы, обрядовые, да, а это вот уже период такого искусственного воспроизводства этничности, возрастает роль текста такового, да, возрастает роль постановочной деятельности, ну, я говорю про театральную деятельность и так далее, и так далее. Да, вот в этом контексте интересно рассматривать вот те процессы, которые происходили. Ну, еще немножко коротко, да, вот про современность, про 20 век, в частности. Вот, традиционно нагайское население распределено между 5 субъектами: Карачаево-Черкесия, Дагестан, Ставропольский край, Астраханская область и Чеченская республика. Здесь, если мы берем 20 век, ну, такие проблемные как бы моменты. Во-первых, это указ 57 года при Хрущеве, когда Ногайскую степь на Кавказе делили на 3 субъекта, да, и воспринимается как некая такая драма. Для астраханских нагайцев, ну, об этом уже было сказано, в общем-то, отпали политику татаризации, в общем-то, административной. Все группы астраханских нагайцев были записаны татарами, выводится татарский язык литературный, и многие культурные формы также как бы переходят вот именно, значит, ну, скажем так, влияет очень сильно на, значит, ну, воспроизводство этничности у астраханских нагайцев. Интересным моментом вот, в 20 веке, конечно же, является примерно 60-х годов, когда говорили о вот, этническом таком зарождении. Да, некий такой ренессанс, он начинается примерно с 60-х годов, но активно, конечно же, в эпоху перестройки. Значит, когда еще больше ощущается проблема забвения традиционности, значит, и немного политическая система, скажем так, советского государства, ну, условно говоря, демократизируется, да, и вот в конце 60-х годов, в общем, вот эти процессы этнокультурного ренессанса, значит, делают некий такой всплеск. И вот для нагайцев это было характерно какими формами? Ну, усиливаются межрегиональные связи, прежде всего. Допустим, астраханские нагайцы, даже, ну, многие даже не знают, что живут нагайцы, скажем так, на Кавказе, если они туда не выезжали, да, то есть проводится много таких мероприятий, скажем так, общенагайских.
Это первый момент. Второй момент, начало 2000-х годов, конечно же, информационные технологии. Они усиливают еще, скажем так, внутреннюю коммуникацию внутри этноса, и в частности усиливается общение, скажем так, с нагайцами зарубежными. Ну, реально мы говорим о некой такой форме формирования этничности, этнического самосознания под влиянием уже современных технологий. И последний момент, просто пробегусь, потому что Ахмед Аминович, как понимаю, будет говорить о моделях. Вот несколько таких моделей просто назову в дискуссии, очень интересный момент. Какие модели этнического производства мы можем назвать на нагайской тематике? Ну, первая модель, это, наверное, вот, может быть, она и проблемная, это нагайцы как единый самобытный народ, да, то есть вне зависимости от территории мы едины, это некая концепция, которая там, ну, так или иначе воспринимается внутри этноса и воспроизводится. Второй подход, ну, некоторые ученые не считают нагайцев единым таким этносом, они говорят, что это группа, скажем так, субэтносов территориальных. Но есть такие публикации, воспринимают то, что, в общем-то, эти особенности региональные настолько сильны, что реально мы говорим о группе субэтносов территориальных. Третья модель, которая сейчас активно вызывает дискуссию, вот, нагайцы как и казахи как один народ. Да. То есть это вот, ну, понятное дело, некий такой продукт Республики Казахстан, вот, влияющий на процессы этнического и культурного воспроизводства вот, российских нагайцев. Ну, как бы есть такая тема, ее тоже нужно, наверное, как-то обсуждать. Еще одна концепция, значит, нагайцы как основная часть татарской нации. Это тоже, в принципе, концепт, который, ну, допустим, как и казахи, как и татары, не все, конечно, но и, как бы, есть определенные круги, которые не воспринимают этническую, скажем так, самобытность нагайцев как отдельную часть от себя. Да? То есть они воспринимают и нагайцев, и, значит, как вот составной части татар, либо как казахов. И мы знаем примеры даже вот, ну, Марселя Ахмедзянова, да, когда он использовал нагайский фактор в контексте татаро-башкирских отношений, превалировал, ну, как бы его публикация здесь, конечно же, вызывает очень много вопросов вот, в этом отношении.